Здравствуйте, это программа «7 дней плюс» со Светланой Кадыровой. Приветствую всех наших телезрителей. Замечательный гость у нас сегодня в студии. Педагогическая поэма Макаренко. Актуальна ли она сегодня? А вот у нашей гости есть своя республика Шкит. Вот не знаю, согласится она с этим или нет. Насколько сложно быть педагогом в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, как разговаривать с трудными подростками и почему они становятся трудными. Обо всем этом с нашей гостьей Надеждой Петровной Кисель, директор Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Здравствуйте. Добрый день. Это республика Шкит? Да, это республика Шкит. В каком-то, ну не в том жестком исполнении, как она в классическом фильме выглядит, но это тоже ограничение, это тоже жизнь внутри сообщества, это какие-то принципы организации, это обязательно труд созидательный, что мы можем сделать сами для себя, для окружающих, на чем мы можем заработать, какую мы на станках произведем продукцию и продадим соседнему заводу, как мы штуцера КамАЗу отправим и профтеху их детали сделаем и заработаем себе. С этой точки зрения, да, мне Макаренко с этой точки зрения близок очень. Абсолютно. А когда вам предложили возглавить это учреждение, ну, первая мысль какая была? Вот честно, Надежда Петровна. Ну, начнем с того, что мне не предлагали возглавить это учреждение. Мне предложили уйти из Министерства просвещения. Хорошо. Сначала предложили уйти. Да, потому что сменилось руководство, и как-то вот так новому министру не очень нужны были инициативные люди. От них все время беспокойство, они со своими тут проектами, то еще планами какими-то. И мы поняли, что мы не сможем работать в тандеме. И это желание было обоюдным. Просто был период, когда я должна была сдать дела, ну и параллельно искать место. И тут я узнала, что полгода Раифское училище находится без директора. Всю свою жизнь я занимаюсь воспитательной работой, в том числе и в большинстве своем с трудными детьми. Почти 30 лет в Набережных Челнах. И вот потом в министерстве я посчитала, что это мое. Позвонила своему руководителю предыдущему, позвонила в Москву, спросила, как вы думаете, вы меня видели в работе, справлюсь я или нет. Мне сказали, да, конечно, справитесь. Но я не подозревала, что там такое огромное хозяйство. 32 объекта недвижимости, 75 гектаров сельскохозяйственных земель, 15 единиц Царство просто какое-то, королевство, да, тут действительно не маловатое совсем. И как складывалась вот ваша педагогическая поэма в этой республике? Что было самое сложное? Дети. Что было самое лучшее? Дети. Дети, да. Что было самое счастливое? Тоже признание детей, да. У меня в кабинете, я несколько раз уже меняла обои на стенах, потому что они уходят, и когда меня нет в кабинете, они заходят и пишут. И я вчера прочитала, вот на днях ушел ребенок, такие проникновенные слова. Прямо на обоих? Прямо на обоих пишут. Ну вы же за это не наказываете? Нет, я разрешаю им писать, потому что вот уже скоро закончится, я думаю, что до лета закончится, надо будет менять снова. Эти только все пофотографируем. Дети, конечно, дети. Когда они пишут всему коллективу, в последнее время появилось высказывание такое: «Спасибо, что вы собрали в одном месте такое количество умных, неравнодушных, добрых и интересных людей». Я думаю, состоялось. То есть это не надзиратель, это не охранник с резиновой дубинкой. Это как они прощаются с педагогами, вы бы видели, как будто с членами своей семьи. А как вот педагогам, вам вот в таком учреждении не стать надзирателем? Какие черты характера, что надо в себе иметь? Легко, по идее, легко переступить грань, мне кажется. Легко. Легко переступить грань. Мы все люди. И иногда этот соблазн велик. Возможно, в каких-то ситуациях. Ну, начнем с того, что вот в последнее время мы принимаем кандидатов на работу обязательно через психологическое тестирование. У нас из силовых структур рано уходят на пенсию, приходят люди с желанием устроиться на работу. Мы тестируем и видим, у одного все благополучно, у другого зашкаливает уровень агрессивности, конфликтности. И мы просто говорим, хотя у нас вакансия, мы говорим, извините, в детском учреждении вы работать не сможете. Какой базовый навык, базовые навыки, базовые скиллы, фундамент должен быть у человека, чтобы сохранить, чтобы остаться педагогом? Понимание. Вот есть вот душа твоя, она должна быть, ну как сказать, ну на одной волне. Но при этом, если я говорю, ребята, встали, построились и пошли, нас там ждут на обед, мы встаем и строимся, идем на обед.
Вот я сказала, я своих требований должна добиться как воспитатель. И учитель точно так же дает задание, как еще в общеобразовательной школе. Два момента вам скажу. Они знают мой горячий, вы говорите, вот эта грань, да? Я очень эмоциональный человек. Я безгранично могу любить своих детей, и я могу наказать так, что всем станет плохо. И поэтому старшие дети, они всегда говорят: значит, Петровна, только сегодня не принимайте решения. Вот сегодня на горячую голову не... Потому что я сейчас отменю все. Выезды в лагеря, поездки на спортивные соревнования. Я могу... условно, мы так готовились к родительскому дню. Мы 16 лет проводим третью субботу июня, родительский день. Мы приняли 123 родители, бабушки, там, братья и сестры. Коллектив выложился весь. Дети готовили подарки, столовая готовила обеды, готовился концерт. Все ушли в увольнительную. И принесли с увольнительной электронную сигарету. Так, что было? Я все отменила. Пожалели потом об этом? Нет, не пожалела. Потому что мы, конечно, направили письмо по месту жительства родителей в административную комиссию, что они мешают нам процессу перевоспитания детей. Он здоровый, такой высокий, он плакал. Я спрашиваю: Саш, хоть чуть-чуть стыдно? Сильно стыдно. Мне стыдно. И слезы вот такие. Саш, как можно было? Мы же собирались на футбол, мы на сплав собирались, мальчишки на каникулы собирались. Как можно одной сигаретой зачеркнуть? Сейчас мама будет наказана там дома. Надо. Но ведь был момент тот, помимо вашей вот этой горячего нрава, где-то внутри явно сами с собой сражались, и что вот это отменить решение далось, наверное, сложнее, а легче было все оставить когда как есть, эмоции, да? Когда эмоции, и вот все, что происходит с нарушениями, самое страшное нарушение у нас — самовольный уход. И когда ты это через себя пропускаешь, что они не за учреждение ушли, они от тебя ушли. Как? Столько вложено, ты только что туда съездил, ты только что жил на улице Тверской в отеле 5 звезд, и мы выступали на сцене, стояли. Как? Ты только что с чемпионами мира по футболу вместе фотографировался. Как после этого можно уйти? Это мешает, конечно, потому что ты считаешь, что это от тебя ушли, что это, вот эта персонификация, вот, собственно, это тяжело. А когда включается голова, ты понимаешь, что есть правила. Ребят, вы пришли, мы договариваемся на этом берегу. Мы живем вот по этим правилам. Это как я им рисую уличное движение. Вот 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую. Что будет, дети, если кто-то сейчас нарушит правила и выйдет на встречку? Что, дети, будет? ДТП будет. Возможно, со смертельным исходом или с травмой. Дети, у нас травма. Вы в своих играх или в чем-то там разбирательствах, вы перешли на встречку. При этом вот вы педагог, директор, разговаривать приходится с 11-летним мальчишкой, да, самый юный у вас 11-летний. Вот всегда часто говорят, что взрослый должен, вот в глаза ребенку смотреть, значит, ты должен смотреть с его Глаза, роста, зеркало, да? душ. Да, с его роста. Как вам удается вот на этот рост встать? Насколько сложно, на самом деле, иногда бывает? Вообще, как с ними разговаривать, с трудными детьми? Что такое трудный ребенок? Это недолюбленный ребенок. Недолюбленный. Недолюбленный, потому что времени не хватило и работали много родителей, заняты были. Недолюбленный, потому что увлеклись условно алкоголем, а не собственным ребенком. И поэтому, когда он чувствует, вот еще первое время, когда я пришла, там со смотрящими, с морально опущенными, там было все тяжело, кирзачи, фуфайки, шапки, плевки. И вот там вот эта привычка, тактильное проявление твоего отношения тактильно. И когда ты можешь подойти и сказать, что у тебя щеки розовые сегодня, и потрогать лоб. И он вот так шарахался от тебя. То есть в жизни никто его посторонний и к нему не проявлял. И когда они видят, что педагоги из дома несут, мед несут, когда они болеют, там варенье несут, закрутки на Новый год несут, яблоки на все спасы несут. Это, понимаете, это складывается, я опять скажу про среду, это среда.
семейная среда. Уровень доверия, да? Вот Да, это, да. да, правильно вы сказали, и уровень доверия, да. Какие судьбы детей для вас, вот здесь уже по-женски, может быть, не только как для педагога, оказались самыми тяжелыми? И когда было просто, ну, жаль, вот этого ребенка просто хотелось взять, вот приласкать, любить, держать на руках. Что сам, вот какие дети были, что за все это время, кто запомнился? Ой, запомнились все. Вот если взять телефон, у нас группа своя есть, и каждому сотруднику его дети скидывают о своих успехах. Вот я женюсь, говорю, нет, еще рано, ты мне девушку не представил. Мы должны решить, подходит она нам или нет. Так. Да, у нас свои критерии. Мы же общаемся со студенчеством казанским. Там совершенно другой уровень. Они выезжают в совместные смены, они видят все это. В концертном зале девочки на скрипке играют. Я спрашиваю потом, что понравилось больше всего? Девочки, которые играли на скрипках. То есть, ну, красота, как бы ни говорили, она все-таки нас спасет. И нас в том числе. Я бы даже сказала, вот поддержать, обнять хочется каждого, кто уходит, и ты понимаешь, что у него помощи не будет. Что он уходит один? Он уходит в этот мир один. Поддержки в семье не будет. И поэтому лучше в соседний город, лучше в техникум и общежитие, лучше наставник от этого техникума, которому мы каждый день будем первые полгода звонить и спрашивать, пришел или не пришел, или звонок коменданту, разбудите, он не пришел на первую пару. То есть это, понимаете, очень долго отслеживается, но в течение 3 лет точно. Если они сами не пишут. Есть такие дети, которые ушли и как-то из поля зрения пропали. А на свадьбу приглашают? Приглашают. Вот последнее приглашение на свадьбу было на Дальний Восток. Старшего дежурного по режиму, потому что он ведет бокс, и мальчик занимался у него, и мне. Извинилась, сказала, что, ну, во-первых, это длительная поездка, меня не отпустят, и я понимаю, на вручение я езжу. В академии, когда особенно золотые медали. А как вас представляют, Надежда Петровна? Ну, честно, как представляют? Ну, нельзя же сказать, что это директор вот специального учебного учреждения закрытого типа. Моя дочь однажды увидела в «Одноклассниках» у выпускника статус. Там он пишет, ну, у него родители лишены прав, и он пишет там фамилия, имя и статус «мама». Она мне звонит, спрашивает, у меня брат появился. Я нашла. По-разному. Есть, например, вот я на выпускной ездила, и мальчик женился в Питере. И когда я приехала, он меня представил. И его теща, сильная женщина, строительный бизнес такая, говорит, ну, наконец-то мы увидим твою Надежду Петровну, про которую ты так много нам рассказывал. То есть, ну, говорят директор, где-то говорю тетя. Вот где-то я говорю, когда прошу, ну, это называется педагогическая хитрость, мы ей пользуемся. А как складывается чаще всего судьба? Вот есть те, когда оказалось, что когда они ушли, и вы поняли, что ну, ничего не сложилось, не получилось. Вот за 16 лет 4 раза я извинялась перед комиссией, которая направила ребенка, потому что там было, ну, вообще трудно что-либо изменить. Там на генетическом, хотя я не люблю этого, но складывалось впечатление, что хотя семья благополучная, но какой-то ген просто двигал ребенка на совершение вот день, и не сам, а чужими руками. Он придумает, как злой гений, от того, кто послабее, заставит это сделать. Этого ребенка нет уже 6 лет, наверное. И когда он вышел, родители очень много для него сделали, очень много. И папа, и мама рыдали у меня в кабинете, ну что еще для него надо сделать, он не понимает. Он сел, он просил из мест лишения свободы себе, вернее, на суде, хорошую характеристику. Никто из моих сотрудников, педтреугольника или спецчасти, не стал сочинять ему хорошую характеристику. Я позвонила, сказала, Влад, вот как ты жил, ну вот такую мы характеристику можем тебе написать. Я не думаю, что она суду понравится.
Да, да, к сожалению, есть. Но вот уходят в среднем, ну, в этом году мало ушли, где-то 38, около 40 уйдут. А так 53-52 уходит, и может несколько лет не быть повторных преступлений. Может выстрелить один, а если уж два, то я считаю, что это мы не доработали. Хотя статистика, которой я вот долгое время занималась, ну вот, может, последние лет 5 не занимаюсь, показывала, что в других учреждениях 47%. 43-47% практически каждый второй возвращался в преступную среду. Но я думаю, что это заслуга коллектива, который ведет его, ведет от начала до конца. Фотографии выкладывает. Вот он дома, вот он первый день на работе, вот первые 500 рублей, которые он парикмахер. Вот он открыл барбершоп в Кирове, пока на 2 кресла только. Я вам фотографирую. Я все, как вы мне сказали, как открывать свое дело, я все это сделал. За кого больше всего гордость берет? Я сама патриотка. Так. Я, вы понимаете, возраст, да? Комсомол, пионерия, Артек, Орленок, уже в качестве педагога. Я еще успела подписать рапорт последнему комсомольскому съезду, если что. Да, я так давно живу. И поэтому мне понятие патриотизма, это как состояние души. И, конечно, в первую очередь дети, которые по щелям не попрятались в сегодняшней ситуации, там не бежали куда-то. Это дети, которые пошли и добровольцами в первые же дни ушли в зону СВО. Да. Больше 60 человек у нас сейчас. Да, есть потери. Сегодня мы в ночь отправляем целый автобус гуманитарной помощи, потому что один из госпиталей Донецка, раз мы едем за донецкими детьми, попросил помощи, поэтому вот вместе с еще благотворительной одной организацией мы этот автобус отправляем. И дети сами вяжут сети, и дети говорят, может быть, мы с своих карточек, я говорю, нет, я с вашей карточки я деньги собирать не буду, мы лучше коллективом, там, отработаем один день бесплатно, там, или из небюджетки как-то приобретем, потому что, много что надо, много что просят ребята. В первую очередь гордость, когда у ребенка сформировался мужской стиль поведения. Даже если он не стал военным, даже если он просто отслужил в армии, но он создал семью, он за нее отвечает, у него, может быть, даже и неважно, бизнес есть или нет, но вот на юбилее учреждений, когда мы готовились, не хватило 56 тысяч. Вот все было, детки одеты. В последний момент вспомнили про галстуки. Но юбилейный галстук должен быть, нашли, триколор, российский, под жилетки, вот так смотрится. Зам говорит, где возьмем, Наша Петровна? 57 или 75, боюсь соврать. А потом говорит, а я Димке нашему позвонила, Денисевич, у него на Дальнем Востоке свой автосервис. Дим, у нас юбилей. Спрашивает, что надо, Людмила Ильинична? 56 тысяч. Оплати нам счет на галстуке, да без проблем. И, вот это тоже вызывает гордость. Когда приезжают с семьями, с детьми, спрашивают, они ушли ли на пенсию педагоги, это вызывает гордость. Но все-таки, мне кажется, основная сложность все-таки в вашей работе с такими детками абсолютно недоверие ко взрослым, да? Абсолютным не могу назвать, но да. У них опыт, когда их в жизни взрослые обманывали. Обманывали родители, которые обещали жить в одной семье и вдруг развелись. Обманывали друзья, которые сказали, пошли погуляем, ничего не будет, а заставили вскрыть машину, вытащить магнитолу там или лезть в форточку. Участковый. Иногда тоже. Да, иногда тоже. Суд, они не знали, что может быть. Что я такое сделала? Я просто брала велосипеды и уводила их, потому что у меня маленький рост, да, и отдавала их взрослым продавать потом. Я же ничего такого не сделала. И вдруг суд, и вдруг 3 года учреждение закрытого типа. Обида на это. Но все, вы понимаете, все очень... Как сказать? Вот есть понимание... Вот что такое недоверие? Недоверие – это состояние души, да? А потом приходит осознание. Меня здесь понимают, меня здесь любят, меня даже иногда, я им говорю, дети, я ведь иду на нарушение закона.
У нас прописано 3 суток увольнительные. А приехали родители, мама у И нее забрали на дольше, 8 да? приемных детей, и она сняла квартиру в Казани и просит, пожалуйста, он сейчас от вас уедет в академию поступать. Я не Больше увижу не его. увижу, да? Да, если все сложится, только в декабре. Хорошо, за твои успехи в футболе, за твое дважды первое место в России по футболу я даю тебе 10 дней. Ты понимаешь, Денис, ты понимаешь, я нарушаю закон. Ну вот когда они понимают, что все это называется в интересах детства. В интересах детства наказать, если ты виноват, дать тебе бумагу, и пока ты находишься в санпропускнике, я жду твои мысли, почему это стало возможно. И некоторые, большинство пишут письма, некоторые пишут оттуда стихи, некоторые картины. Да, вот на конкурс отправили картину, на обратной стороне ребенок написал: выполнено в помещении контрольно-пропускного пункта номер 1. С хорошим чувством юмора, молодой человек. Да, юмор – это же признак ума. И мне нравится, когда смеются, хохочет просто. Вот, А часто смеются дети? Смеются. Над юмором смеются, над шутками смеются. Малыши, они, по-моему, с утра до вечера говорят и смеются. Но просто мне кажется, что когда очень такие озлобленные, недолюбленные дети, многие даже смеяться не умеют, когда к вам приходят. Да. Вот по поводу озлобленности, в старших она меньше проявляется, в младшем возрасте мы столкнулись. Мы же не брали раньше малышей, сейчас столкнулись в связи с наполняемостью, с ними сложнее. У них вот все, что он чувствует, он тут же выливает на соседа рядом, на того, кто сидит за столом, на педагога. Может быть, не трогайте меня и не приставайте. Это очень глубокая психологическая работа, да. И поэтому и свои психологи работают, и я очень благодарна Республиканскому центру доверия, сколько я работаю, они нам помогают. Психологами. Да, и в Зеленодольске центр психологический с нами работает. Студенты проходят у нас практику нашего института психологии и образования Казанского университета. Это, наверное, самые главные специалисты. Медики и психологи – это самые главные люди первые половины года. За что бы вы, учитывая, что 90-летие, тут все-таки недавно вы и 56 тысяч на галстуке даже нашли 90-летие учреждению отметили Российского училища, за что бы вы сказали искреннее спасибо своему коллективу? Ну, во-первых, коллективу за его труд многолетний, результативный, благодарность вынес президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И 12 июня директор департамента нашего Министерства просвещения Лариса Павловна Фальковская доставила эту благодарность коллективу. И я считаю, что это заслуга тех, кто семьями, династиями по 50 лет. Вот у нас есть сотрудники, которые ходят на работу, я всегда говорю, двери открывают, 41, 47, 52 года они идут на работу. Это что? Это преданность педагогической профессии. Поэтому я своему коллективу благодарна за то, что круглосуточно, оптимистично, самое главное, в одном ритме, как Мара Захарова говорит, одно дыхание, один ритм, один темп, за то, что терпит, наверное, ну и характер мой очень горячий и взрывной, но видит Бог, мы с ними все ходим на работу, как я всегда говорю, любить детей. Мы ходим с вами любить детей. Хорошая работа, да? Любить детей. Ну вот смотрите, вы педагог, который учит и воспитывает. А чему научили вас, ваши воспитанники? И что они дали вам? Держи слово. Это очень важно. То есть, если я что-то обещала, я должна разбиться в лепешку и это сделать. Поэтому я очень взвешена. Я могу на эмоциях сказать: ах, мы победили, там вот все подкидывают вратаря там где-нибудь, или мы стоим на сцене зала концертного в центре Москвы. Все, дети, вот приедем, поедем в аквапарк на 4 часа, на 6 часов. Ты сказала, сделай. Ты обещала каникулы за первое место в конкурсе в прошлом мастерства. Дай каникулы.
Единственное, что я пока обещала не могу своим детям, это знают все 16 лет. Мы много чего сделали. Вы сказали, вот это купим, и купили. Я пока не сделала поле футбольное с искусственным покрытием для команды, которая 3-й год становится в России победителем по футболу. И поэтому вот это у меня пока то, что я не успела сделать. Надежда Петровна, это был последний вопрос, который я задала. И вот потрясающую мечту высказали. Да. Мне кажется, и выпускников у вас много. Да. Есть те, кто любит и поддерживает вокруг. Да. Пусть будет это поле, чтобы вы эту мечту свою исполнили, и не было вот этого вот груза неисполненного дела на душе. Спасибо большое, что вы есть. Большой привет всем вашим воспитанникам и коллективу. Всего Спасибо. доброго. До Благодарю. свидания.